Что ж, вот теперь все на месте, а значит, можно начинать. Вот и пролетели каникулы у студентов, а у абитуриентов позади томительное ожидание. На торжественной линейке на центральной площадке День знаний встречают около 600 студентов пожарно-спасательного колледжа. Все они сделали выбор в пользу самых благородных профессий. Ведь здесь на протяжении 3 лет учат приходить на помощь людям, рискуя даже собственной жизнью. Предупреждать, спасать и помогать – главные задачи, которые будут стоять перед студентами в будущем. С началом учебного года ребят поздравляют гости, в числе которых представители МЧС и Минобра региона. Ваши умения всегда пригодятся в быту, потому что беда не приходит одна, за ней приходят последствия. И если человек, зная, умея, на автомате, как сказал руководитель учебного заведения, на автомате будете выполнять, есть возможность минимизировать любое происшествие. Праздник знаний отмечают и преподаватели. Сегодня пожарно-спасательный колледж Ингушетии входит в состав 100 лучших образовательных учреждений этого направления. И во многом благодаря упорному труду преподавательского состава в подготовке профессионалов. Разные там катаклизмы бывают у нас. И вы тот контингент, который должен первым прийти на помощь этим людям. Вы должны спасать этих людей. Дал эту бахалшин, шундыгмелатр, дал качиш долд, ашхалята борбунник, нисхалшин, тахуд абаха, дал шуана нидзлол. Время, отведенное на торжественную встречу студентов, подходит к концу, а значит, пора зазвенеть первому в этом учебном году звонку. Навстречу знаниям студенты переступают порог колледжа. В этих стенах они приобретают навыки спасения людей в самых экстремальных условиях, учатся ликвидировать техногенные катастрофы, тушить пожары. Колледж помимо пожарных и спасателей готовит медицинских сестер, преподавателей начальных классов, специалистов по правоохранительной деятельности. Учреждение располагает материально-технической базой для всех видов занятий. В здании 24 укомплектованных специальным инновационным оборудованием учебных кабинетов, 12 мастерских, учебно-тренировочный комплекс, ну и, конечно, все условия для физического воспитания. Всего в этом году в СУЗ зачислены около 400 абитуриентов. И впервые в истории пожарно-спасательного колледжа тут будут учиться школьники после 9 класса. В этом году на базе общего образования было запущено 4 специальности. Это специальность пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, правоохранительной деятельности и следственное дело. И по этим 4 специальностям мы набрали около 250 человек. Основной момент обуславливался тем, что это все было востребовано на базе общего образования, чтобы наши школьники, наши абитуриенты, наша молодежь поступала и получала образование. Спасение людей – достоинство отважных – девиз пожарно-спасательного колледжа. Он созвучен с позицией и первокурсника Абдул-Рахима Альянова. Молодой человек после окончания 9 класса твердо решил, что хочет стать спасателем. В нашей республике участились аварии и другие катастрофы, и нам необходимо большее количество спасателей. Это благородная работа, и человек должен иметь большой стержень, чтобы работать по этой специальности. Не меньше отваги и самоотверженности требуется и этим хрупким, на первый взгляд, девушкам. Ведь медсестры наравне с мужчинами стоят на страже здоровья людей, спасая жизни в самых тяжелых катастрофах. Еще полгода назад Лиза Галаева начала готовиться к поступлению на сестринское дело. Упорно занималась по предметам биологии и химии, понимая всю ответственность медработника, переживает сильно. Но освоить эту профессию девушка настроена решительно. Допустим, ставить уколы, все такое, то, что нужно будет неприятное людям делать. Да. Ну, а ты понимаешь, что будет? Да, понимаю. Но я готова к этому. У студентов наступает время, когда они будут каждый день узнавать что-то новое и расширять свой кругозор. Их ждут бессонные ночи, лекции, конспекты, экзамены, зачеты. Но вместе с этим им предстоит осознать, что студенческие годы – одни из лучших в жизни. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.